Анализ показывает, что у нас лучшее законодательство с точки зрения соблюдения гендерного равенства и прав женщин в сравнении с соседними странами Центральной Азии. Но уже неплохо. Да, но третий год подряд мы признаемся, согласно международным исследованиям, признаемся третий год подряд самой небезопасной страной для женщины в Центральной Азии. Понимаете, то есть... Из-за чего случилось это противоречие? Почему так происходит? Потому что все остается на бумаге, к сожалению. Все остается на бумаге, и на бумаге у нас все хорошо, и в отчетах, которые представляются там уже президенту там, и нашим депутатам. Вот, будучи омбудсменом, у меня очень часто были споры с нашими министерствами, которые действительно давали информацию, что все хорошо, мы все выполняем, отчеты красивые, а на деле это не так. Да? И вот это, то, что страна небезопасная для любой девочки, для любой женщины, оно и распространяется на нас. Новостные порталы подтверждают это, то есть количество информации о насилии в отношении женщин, говорят, сами же каждый день на себе испытываем. Да. Знаете, вот инцидент, да, обратно, если взять в прошлом году, да, мужчина начал на меня кричать, там, да, типа, женщина, я с тобой разговаривать не собираюсь, где мужчина, я только с мужчиной буду решать вопрос. И что делаю? Я подаю заявление на него, уголовного дела нет, потому что он меня не убил, не прибил, да, не изнасиловал. Убьют потом приходите? То есть вот. Это стереотип работает в отношении правоохранительных органов по-прежнему? Ну это высокий уровень же, потому что, к сожалению, до сих пор женщин, которые сталкиваются... Ну вот последний кейс Сосель, да, бывший муж, который отрезал ей уши и нос, показывает, что она же обращалась в правоохранительные органы. И самое худшее, что часть ее жалоб, которые дошли до суда, не все же дошли, некоторые прикрывались, а одна из которых дошла, был суд, и суд дал наименьшее наказание, не соответствующее реальным преступлениям, которые он совершил против нее, против совершенному насилию. Поэтому в правоохранительных органах это соблюдается. И худшее, знаете, даже вот на себе, что вот это с этим кейсом, когда я написала в милицию, это дело как административное нарушение, дошло до суда, встает женщина-прокурор, просмотрев видео, говорит, я не вижу состава правонарушения в действиях этого мужчины. Понимаете?